самое страшное было у меня в классе, это не просто нахождение, а именно как я туда уже заходила. Мой день уже, можно сказать, был уже плохим, потому что я была в школе. Я помню, когда я открывала дверную ручку, у меня уже руки были полностью мокрые, я не могла заходить нормально в класс. Я боялась того, что на меня все будут смотреть, что люди будут шептаться, при этом я отчетливо слышала, что они могли про меня сказать. И вот все это внимание, ну и вся эта внешняя агрессия, она меня подавляла, и я от этого стала еще более замкнутым человеком. Если как-то вкратце это описывать, то есть мы доводили человека до истерики. Что это как бы значило для данной компании, для меня? То есть это было удовлетворением каких-то своих потребностей. То есть после вот такого процесса ты чувствовал себя, в принципе, довольно счастливым. Во-первых, ты получал поддержку какого-то окружения, которое соглашалась с тем, ну, с этими действиями, то есть это была работа на публику. И плюс ты реализовывал еще какие-то свои внутренние потребности, о которых ты в тот момент не знал. Я сдерживала себе агрессию, я хотела им ответить, у меня даже было желание применить физическое насилие, потому что я просто не знала, как себя по-другому защитить. Я не знала, как в этой ситуации себя вести, поэтому я просто зажалась в себе, я молчала. Каждый раз, когда я приходила, просто все молча выслушала, даже не умудрялась, знаете, плакать. Я просто все это сдерживала в себе. Ждала момента быстрее, когда я приду домой и просто могу нормально идти себе в комнату и заплакать, потому что это тяжело. Я чувствовала, что если я начну с ними пытаться что-то выяснить, то меня, скорее всего, загнобят первой. А когда я боялась показать свои эмоции, я думала, что меня будут считать слабой, я хотела казаться сильной. В моей семье как бы эмоции были вот, ну, под запретом. У взрослых как бы то, что я могла там плакать, но это как бы типа, ну, господи, там, ребенок плачет, скоро перестанет, все будет хорошо. Не было каких-то долгих бесед, обсуждений, а тут ты, ну, иногда случаются какие-то, ну, в общем, какие-то обычные события жизни, и ты понимаешь, что они тебя расстраивают. Но ты должен держать лицо, потому что, ну, тебя этому научили. И тут ты видишь, что кто-то позволяет себе эту эмоцию, и ты ее тоже чувствуешь, и как бы ты вместе с ним это перепрожил, и тебе тоже хорошо. Тебя отпустило. На тот момент кажется, что все честно. Вы были наравне, он проиграл. Они все так же на меня смотрели, с подозрением, с неприязнью. И могли даже иногда что-то сказать, мол, ты опять пойдешь кому-то жаловаться, когда я могла сказать обычное слово. То есть они сделали меня из меня виноватого человека, когда я просто могла у них что-то попросить, когда я просто посмела сказать кому-то о том, что меня гнобят. Кто-то вот им не нравился, и его чморили, они смеялись вместе со всеми. Ну, мне кажется, что это, ну, наверное, это исключение. Наверное, просто вот такие незрелые люди попадались, потому что, господи, ребенок, ну что от него взять? Ну, плохо же, что кто-то с кого-то смеется, но ей было приятно, там, учительница математики, например, что смеются с того ученика, которого она не любит. На тот момент я искала поддержку, скажу честно, это были суицидальные сообщества, я искала поддержку людей, которые сталкивались с такими же ситуациями, как я. Я нашла правильных людей, которые не могли меня затянуть в болото, не могли затянуть меня в такую сферу, что я должна себя убить, и тогда я стану свободной. Мне как раз-таки попался достаточно хороший круг общения с людьми, которые меня реально могли поддержать в этой ситуации. Я могла им все написать, все высказать. Мне было очень неприятно, стыдно. Кого я нашла, я у них попросила прощения. Сейчас мы хорошо общаемся. Некоторых не нашла в силу того, что, наверное, они поменяли фамилию, но, надеюсь, у них все хорошо.
победить его никак нельзя. Насколько бы общество не было прокачано, насколько бы разными моральными ценностями не воспитывали своих детей. Я считаю, что этот путь просто можно гораздо смягчить и помочь пройти. А именно, ну, наверное, еще никто такого не делал, но если делал, то пишите в комментариях, что, может быть, где-то это уже применяется, это уроки психологии в школе.